У нас в гостях художественный руководитель Коми Республиканской филармонии Марина Владимировна Канева. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Канева родилась в селе Усть-Уса. Закончила Печорскую музыкальную школу и Сыктывкарское училище искусств. В 1987 году выпускница Петрозаводского филиала Ленинградской консерватории по специальности музыковедения. 13 лет преподавала в музыкальной школе. С 2005 года работала в отделе профессионального искусства Министерства культуры Республики Коми. В 2007 году стала художественным руководителем Коми Республиканской филармонии. Марина Владимировна, у меня первый вопрос, который я стараюсь традиционно задавать гостям. Вы помните себя в детстве, и какая у вас из детства самая запоминающаяся история, которая вот первой пришла вам в голову сейчас? Ну, детство я, несомненно, помню. И я помню, что когда я училась музыке, это находилось так очень далеко от моего дома, туда надо было трудно добираться, между какими-то там дровяными сараями, все. И поэтому я помню, что в музыкальную школу ходить не очень любила. Это деревня была, что ли? Нет, это был город Печора. Город Печора. Да. Это сейчас, вот мы недавно были в Печорской школе, да, действительно, красивая школа, хороший зал, все это праздничное настроение для детей, когда я начинала, все было так. Но вы закончили музыкальную школу, правильно? А конечно. Каково учиться, не желая, я так понимаю, учиться? Нет, я не могу сказать, что я не хотела учиться, просто у меня была другая сфера интересов, скажем так. Какая? Я занималась математикой. Да, то есть получается, ну хотя музыка и математика это же близко, правильно? Это очень... Для меня это очень далеко, это крайние противоположности. У меня было чуть больше двойки, когда я учился. Что вы, Михаил Ильич, я была победительницей Олимпиад. Ну. И вообще занималась этим с огромным удовольствием, и как-то мыслила себя именно в этой перевесила, области. значит, да, все-таки? Ну, не скажем так, что перевесила. Скажем так, что на определенном этапе жизни мы выполняем пожелания наших родителей. Ага. Мама сказала, что вот, а поскольку моя мама считала, что самая лучшая профессия на свете – это музыкальный руководитель детского сада, мама убедила меня так попробовать поступать. Тогда же было 8-летнее образование. После 8 класса попробовать поступить в Сыктывкарское училище. Ну, если не поступишь, сказала, не будешь ты заниматься своей математикой. И вот случилось так, что я поступила. Как мне повезло в математике, а? Мировой. Вот, да. И потом в дальнейшем уже как-то я нисколько не жалела о том, что я пошла именно в эту отрасль, что я стала заниматься именно этим. Но изначально я попала туда вот не совсем, скажем так, по своему желанию. Но вы по образованию, получается, теоретик. Я музыковед. Вы музыковед. Да. Вот эту специальность вы уже выбирали сами, правильно? Или это тоже был мамин выбор? Нет, я поступала на теоретическое отделение сразу, разумеется. В училище? Да, в училище. Именно потому, что из всех предметов музыкальной школы, которые имеются в наличии, я больше всего любила предмет, который, как правило, дети не любят и ненавидят. Я очень любила сольфеджио. Вот, у меня все получалось, мне это нравилось. Как это ни странно, мне потом нравилось это и преподавать. Вот. Я очень любила сольфеджио, поэтому выбор отделения для меня... Это самый тяжкий для музыкантов предмет. Я тоже помню, я очень любил сольфеджио и ненавидел его преподавать. Правда, ненавидел. У меня как-то сошлось. Ну, молодцом. Ну, а если мы давайте теперь перелетим примерно через 100 лет... Михаил Ильич, мысли другими временными категориями? Да, другими временными категориями. А вот если так вспомнить Коми Республиканскую филармонию, когда вы были еще ребенком, я уже подсчитал, пока вот вы рассказывали про музыку, я подсчитал, что ведь в филармонии в то время были много, помимо Асьякыа, еще не сразу его назвали Асьякыа, значит, были, я помню, цыганский ансамбль, лилипуты, эстрадные группы, среди которых группа «Эхо» Валерия Леонтьева, когда были лекторийные певцы в большом количестве. Чем сейчас удивляет филармония, чем она нас радует? Сегодняшняя филармония, 2014. Ну, так сразу, наверное, не скажешь. Сейчас просто совсем другое отношение стало к филармонической деятельности. Вот, филармонический отдел стал очень небольшим. Это ведь лекторий, вот. Да, прежде всего? Ну, не совсем лекторий, он сейчас так и называется, филармонический отдел. Хотя тоже там создаются программы, которые вывозятся и
в учебные какие-то заведения и за пределы, особенно в последние вот пару лет мы стали ездить за пределы города. Он свою функцию выполняет. Хотя он стал очень небольшим по сравнению с тем, что было раньше. Раньше-то стояли огромные всякие театрализованные программы, и с ними ездили несчетное количество раз. Сейчас это стало несколько скромнее. Вот. Ну, АСК вам не подчиняется? Или... Нет, номинально нет. У него свой художественный руководитель, хотя когда мы занимаемся там, что-то придумываем, какие-то проекты, какие-то планы, я, разумеется, в этом участвую. Итак, в общем, вы руководите, как сказать, художественной деятельностью, да, вот лектория, да, главным образом, так получается? Нет, я занимаюсь как бы вот документацией всей, которая связана, грантовые какие-то проекты, какие-то там постановочные какие-то придумываю я. То есть я в основном занимаюсь работой такой координационной. Не только, то есть в том числе и ансамбля. Марина Владимировна, если чуть-чуть посмотреть так ретроспективно в прошлое, вы говорите о том, что вы преподавали в детской школе, правильно? Музыкальной еще. В городской, да. Сейчас вам тоже приходится иметь дело с творческими людьми. В течение всей вашей жизни вы имели дело с творческими людьми. Где сложнее взаимодействовать? В школе или в филармонии? Со взрослыми или с маленькими? Знаете, мы недавно вот этот вопрос обсуждали с одним из лучших преподавателей нашей музыкальной школы, как я ее считаю, Верой Васильевной Лемой. Вот. И сейчас, пожалуй, я вам скажу, что это зависит от того, что человеку ближе. Если человеку ближе педагогическая деятельность, то ему, наверное, будет комфортнее в школе. Если человеку, вот мне, например, не настолько близка педагогическая деятельность, хотя я долго проработала в школе, я скорее склонна к просветительству. Поэтому мне легче и интереснее именно со взрослыми людьми. Хотя педагогическое остается, они все равно приходят, кто-то там студенты учатся, кто-то какие-то там работы пишет, кто-то с какими-то докладами ездит, они все равно приходят, поэтому в какой-то степени это остается. Но у нас звукорежиссер учился, был у вас учеником, он рассказал, что вы были строгой учительницей. Ну да, наверное. Наверное, я не была популистской, но вы знаете, я до сих пор запомнила, когда я работала, у нас такая была практика открытых уроков, когда к тебе приходили другие учителя, приходили студенты, все это смотрели, обсуждали, потом у тебя вот это хорошо, у тебя это не очень хорошо. Ну, всегда это был, разумеется, стресс, потому что классы в музыкальной школе, сами знаете, вот такие маленькие. Детей, мало того, что ты, там еще сидит 10 человек детей, еще 10 человек за спиной сидит, этих детей разглядывает, дышит им в затылок. Вот меня все время упрекали в том, что я слишком быстро работаю. Что это? Почему у вас такой темп? Почему у вас такой темп? Дети успевали? Дети успевали. А я вообще живу быстро. Я не могу жить медленно. Поэтому в школе у меня темп на уроках был достаточно быстрый, а чтобы справляться в быстром темпе, сами понимаете, нужно хорошую выучку, и все время приходилось их держать. Поэтому вот мои ученики, я думаю, они никогда так не расслаблялись и не ленились на уроках. Поэтому, может быть, кто-то меня и недолюбливал за это. Так вы вели и сольфеджио, и муз-литературу? Конечно, и теорию музыки еще. Вы говорите, что живете быстро. Что это значит? Ну, я стараюсь успеть все, что могу. То есть для меня вот сейчас характерно уйти на работу рано утром и прийти поздно вечером. То есть после работы я иду еще либо на свои концерты, либо на концерты в театр, либо на худсоветах встречаемся с Михаилом Львовичем. Вот сколько я физически могу, я столько стараюсь взять. То есть мне все это интересно. Я называю это, пожалуй, словом любопытство, хотя правильнее, наверное, будет это интерес к жизни. Мне же очень интересно. По поводу филармонии. Вы художественный руководитель. Да. И в ваши обязанности также входит решать, что будет, а чего не будет. Это сложно, наверняка это сложно. Как вы объясняете, может быть, что это не должно попасть в программу, или что это неинтересно? Как вы аргументируете свою позицию на художественных советах? Даже иногда заголовок, я помню, не проходил. Какой-то был хитрый заголовок, я помню, у меня даже спросили, а это вообще правильно? Я сказал, это абсолютно правильно, помните? Ну, знаете, я должна сказать, что на сегодняшний день вообще у нас сложилась очень хорошая команда. Я вообще человек команды. Вот, и поэтому никому... А вы лидер? Не знаю, это, наверное, Михаил Львович виднее. В какой-то степени, наверное, да, потому что у меня бывает такое, я сказала, что будет так, вот и умри будет так.
Но я не стараюсь как бы насаждать такую точку зрения. Хотя, если я считаю, что это принципиально, я ее буду отстаивать до победного. Вот. А поскольку я человек команды, то как-то мы находим общий язык между собой. И мне не приходится вот доказывать, почему так. Как-то мы понимаем друг друга. Я все время хотел спросить вас, а вот Вивальди играет с ударными. Это хорошо вообще? Вот этот буря или как она называется? Эстрадная обработка грозы? Да. Не знаю, наверное, для кого-то это тоже нужно. Сторм пишут они, сторм. Да, но это с вами СМС же пошло. Ну, я знаю, ну, вам нравится? Вот. Затрудняюсь вам сказать, но я допускаю, что есть люди, которым это нравится. Почему нет? Михаил Ильич, наше классическое образование, оно далеко от народа, вы же знаете. Что есть вещи, которые мы с вами понимаем с полуслова, с полунамека, а людям для того, чтобы они в это, как говорят, въехали, надо это часами объяснять. Поэтому то есть приходится вам где-то умерять свой... Да, то есть я ориентируюсь не на личный мой вкус, вот мой вкус Марины Каневой. Я ориентируюсь на то, чтобы это было, во-первых, все-таки имело достойный художественный уровень, и чтобы это было востребовано. Я считаю, что каждый должен получить то, что ему нравится. Мне хочется узнать, у вас есть какая-то культурная стратегия? Например, вы садитесь и говорите себе, так, в ближайшие 3 года надо, не знаю, повысить уровень культурного просвещения среди учеников с точки зрения классической музыки. И мы, соответственно, пишем какие-то концерты, распределяем программу. Какая-то программа культурная или стратегия у вас есть? Или вы просто занимаетесь искусством, а каких-то стратегий там не быть не может? Разумеется, какие-то приоритеты есть всегда. Без этого не бывает. Но, к сожалению, наша суровая действительность, наши приоритеты часто корректируются с точки зрения кадрового вопроса. Вот я хочу сделать вот то-то, то-то, а у меня нет такой возможности, к сожалению. Речь немножко про другое. Речь про теорию, про стратегию. Вы знаете, какую стратегию выстраивает Республиканская филармония, скажем, на ближайшие 2 года? Есть какая-то культурная стратегия? В каком направлении мы движемся? Ну, разумеется. То есть я примерно представляю себе, чего мы хотим достичь там и в этом году, через 3 года, через 5 лет. Расскажите. Вот. Про кого, например, вам рассказать? А это культурная стратегия в общем заведении или кого-то отдельно? Она не может быть отдельно от творческих коллективов. Она все равно координируется тем, что мы имеем на данный день. То есть я представляю себе стратегию развития ансамбля «Осека». Я представляю себе, в каком направлении будет развиваться ансамбль «Зарниёль». А в каком направлении будет вдохновение развиваться, которое сейчас у нас, к сожалению, вот в таком виде, я пока не могу даже сказать. Хотя общее направление я себе представляю, но оно все равно будет корректироваться реалиями. А расскажите нам про это общее представление. Ну, я считаю, что в последнее время у нас очень большая проблема стала с тем, что у нас очень... Никогда не хочешь говорить про деньги, все равно возвращаешься к деньгам. Вот. У нас недостаточно мы вкладываем средств в постановочную работу. Поэтому, к сожалению, сейчас, вот, допустим, тот же ансамбль «Осека», он живет фактически тем, что было создано еще Морозовым. Мы стараемся, мы сейчас вот к юбилею что-то пытаемся поставить новое. И мы... Даже зная, что мы хотим создать вот такую программу современную, с тем-то, 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 мы, к сожалению, вот, как я сказала вам, реалии корректируют то, что мы хотим. Поэтому сказать, что вот я представляю себе, что мы сделаем вот это, точно, пока, к сожалению, не могу. С точки зрения тогда получается разногласия между художественным замыслом и финансовой сметой. Вы сталкиваетесь с этими реалиями жизни? Ежесекундно, постоянно. Вот сейчас, не знаю, вы обратили на это внимание или нет, ансамбль «Осека» стал довольно много ездить. То есть в прошлом году был большой тур по России. В этом году вот сейчас они дважды уже съездили на север нашей республики в рамках юбилея. Все это только благодаря тому, что имеются привлеченные деньги. Привлеченные деньги федеральной целевой программы, привлеченные деньги грантов. Потому что, к сожалению, ситуация складывается так, что такой большой и громоздкий коллектив не может окупить собственные гастроли. То есть... А как вы считаете, культуре нужно финансово помогать? Или культура должна, все-таки как-то выходить на самоокупаемость? Ведь у нас даже и в республике есть примеры, когда выходят на самоокупаемость и коллективы. Понимаете, на самоокупаемость может выйти маленький ансамблик. Государственный ансамбль на самоокупаемости ни в одной стране не существует. То есть, в принципе, это и не может быть таким? Ну, я во всяком случае примеров этому не знаю.
чтобы хоть один государственный ансамбль. Да, есть такие ансамбли, допустим, как Пятницкий, там, как Березка, но я не думаю, что они выживут на самоокупаемости. Даже при всем том, что у них большие гонорары, у них большие там зарубежные поездки, тем не менее они получают гранты, они получают какую-то поддержку. То есть это лицо. А лицо должно быть, сами понимаете, красивым. Красивым, особенно в свете того, что все меняется. Если бы вы посмотрели костюмы того же ансамбля «Осека», которые были, скажем, 40 лет назад, потом 20 лет назад, и костюмы современные, это совершенно, они практически сделаны по одним эскизам, но это совершенно разные костюмы, потому что все в нашей жизни меняется, меняются материалы, меняется освещение, меняется, все меняется, поэтому это требует затрат определенных. И если мы хотим, чтобы это было лицо республики, значит, мы должны понимать, что оно требует определенных затрат. Да, не бросать в самоокупаемость. Давайте поговорим про музыку. Да, вы какую музыку слушаете дома? Ну, я, как Михаил Львович, считаю, что нет музыки серьезной и легкой, есть музыка хорошая и плохая. Я стараюсь слушать хорошую. Это какую? Я могу слушать и эстраду, я могу слушать и джаз, я слушаю классическую музыку, но я люблю оперу. Ну, музыка сына, музыка, которую слушает сын, наверное, влияет на вас? Вы знаете, меня, например, замучил. А что у вас слушает сын? Меня, попсу? Тогда металл? Он меня, например, этим, как его, о, Господи, забыл, на Штайн оканчивается. Рамштайн? Да, да, вы слушаете. Рамштайн слушает. Нет, ну это все проходят, это потом проходит. Да, это проходит. У меня тоже прошло. Да. У меня прошло в первую же секунду. Нет, у меня сына это прошло. Нет, но все-таки сын мой закончил музыкальную школу, закончил ее неплохо. Вот, и то, что он слушает, не вызывает у меня отторжения, во всяком случае. А что он слушает? Он слушает как раз вот то, что не любит Михаил Львович, классику в эстрадной обработке. Причем довольно много. Он слушает какие-то группы современные, Король и Шут. А как вы относитесь к попсе? К коммерческой попсе, вот там Мадонна, кто там, Леди Гага, у нас еще есть Нюша, там очень много всяких. Никак, я никак к ней не отношусь. А как вы думаете, почему молодежь современная в основном слушает вот это, а не музыку классическую? Потому что, чтобы любить, надо знать, а чтобы знать, надо учить. То есть дураки все, поэтому нет. Нет? А при чем тут дураки? Неграмотные. Да, просто это просто. Но дураки это значит неграмотные. Нет, Нет, дураки и неграмотные это вещи разные. что Ну, вы? объясните. Дурак – это количество ума. Да, дурак это количество ума, а неграмотный это недостаток Количество воспитания, культуры, образования, да. То есть получается, что у нас просто все неграмотные, и поэтому они не интересуются... Да почему все? Да почему Нет. все? Ну, молодежь-то и почти не идет на все эти концерты. Ну, то, что ходит, это же вот мизерный процент, к сожалению. Сколько Нет, ну должно тут быть? еще... Во всем мире 2%. Да, это во всем мире так. Это во-первых. 2 до 4. А потом, вы же не забывайте, что пропагандирует наша масс-медиа. Вот что они пропагандируют, что дети слышат вот постоянно. Вот замкнутый круг. Замкнутый круг. То они и слушают. То они и любят. Но, может быть, им просто скучно на этих музыкальных концертах. Вы знаете, они не знают, что слушать, поэтому им скучно. Конечно. А вот если бы вы советовали, что бы вы для них выбирали тогда? Кому? Какой Вот возрастной 16, группе? вот 16 лет, молодой человек или девочка заканчивает постепенно школу, и они думают, так, что-то я неграмотный какой-то, надо мне, значит, музыкальной грамоте чуть-чуть, пойду-ка я, стопку классической музыки приму. Что надо ему? Ну, начинать, конечно, надо с музыки программной, правда, Михаил Львович? Это детей учат с самого маленького. Начинаем с маленьких программных пьес, которые сразу понятно про что. Накапливаем музыкальный багаж, вступаем на Сколько мы следующую прошли лекции, лесенку. которая называется «Как Да, слушать как и понимать слушать музыку». и понимать классическую музыку. Ну, вот прям, вот одно произведение, с которого надо вот начать, это вот такой вход. Что бы вы выбрали? Какое музыкальное произведение для начала прослушивания? Это очень просто. Надо спросить у детей, наверное. Они скажут, Да. по луне Сагинского. Может быть, и Лист Бетховена. Да, С этого или начинают Лиззи все. Бетховена. Ну, чё. Ну, это уже, да, это... Ну, это уже попса, как раз. Да, мы Для называем вас это попса. классическая музыка, для нас это Классическая попса. А вы как относитесь к популяризации классической музыки до уровня попсы? Например, там, Я тот же самый хорошо. Вивальди, «Времена года». Да это хорошо же я к этому отношусь. Хорошо относитесь к Конечно. этому. А почему нет? Ну как же, теряется ореол, понимаете, вот этой вот классического... Дети должны любить музыку, а не Вивальди. Понимаете? Вивальди они должны знать, что он был, а любить они должны музыку. Хорошо. Касательно детей. Я недавно прочитал книгу «Бремя страстей человеческих». Я думаю, что для всех это не секрет. В общем, главный герой приезжает в Париж для того, чтобы изучать живопись. Изучает, очень хочет стать художником, но в какой-то момент его учитель говорит: ты бездарен. Ну, ты можешь рисовать, в целом будет получаться, но ты никогда не станешь великим художником. Как вы считаете, воспитывая новые таланты,
Нужно вселять надежду и говорить: нет, несмотря ни на что, и упорство, и труд все перетрут. Или вовремя сказать: ты не подходишь для этого, у тебя нет дара. Вопрос очень сложный. Во-первых, тут еще кто говорит. Вы. Важно. Я говорю. Вы знаете, я реалист по жизни. Я бы не стала обнадеживать, если я вижу, что у человека вот есть определенный предел, по моему понятию. Я бы не стала его особо обнадеживать. Хотя давайте я вам расскажу такую историю. Я работала в школе, у меня училась девочка. Девочка играла на домре. Она играла, ну как она умела, так играла на домре. Вы знаете, что на домру обычно берут тех, кто не проходит на фортепиано или там на скрипку. Вот девочка играла на домре, играла и совершенно не любила предмет сольфеджио, который я преподавала. Ну просто не понимала, просто ей было это неинтересно. Вот. И девочка, значит, ее педагог приходила мне и говорила: Марина, ну поставь ей 3. Ну хорошая девочка, пусть играет. Видишь, она с удовольствием играет на этих 3 струнах. А 3 это значит выше, чем то, насколько она сыграла? Нет, она училась у меня по сольфеджио. Домру она любила, она играла на этой домре с удовольствием. Все, на сольфеджио ей давалось очень тяжело. И когда девочка дошла до выпускного класса, это был 5-й класс. Вот, девочка, чтобы получить 4 по сольфеджио, сидела часами в классе, сдала на 4, поступила в училище, закончила училище и поступила в консерваторию на дирижерско-хоровое. И? Вы понимаете, я считала, что ее предел на училище — это предел. Она закончила консерваторию, и то есть человек хотел, упорно занимался и добился. То есть я к тому, что тот, кто оценивает, он тоже может ошибаться. Подождите, я просто... Я знаю много примеров таких. Вы начали с того, что вы реалистка. Я думал, вы сейчас скажете о том, что нет, надо пресечь ребенка на корню, чтобы он не портил свою жизнь и отправился уже в математику. Нет, сказано об исключении. Это как раз исключение. Это исключение. А в основном как? А в основном не так, да? Нет, в основном совпадает. В основном совпадает, да, Они к сожалению. не любят, вот в чем дело. Сейчас пришел контингент, впрочем, не со мной же встреча, сейчас по-другому, чем было раньше, чем было там, не знаю, 25 Вот они не станут добиваться. Если ему скажешь, вот что-то у тебя, да они сами понимаешь, что если у тебя что-то не получается, они, столкнувшись с первыми трудностями, они предпочитают заняться чем-нибудь другим, чем добиваться там, где изначально получается плохо. Пойти сдавать на права, например. Да. А было у вас такое, что вы сказали родителям: вы знаете, вашему мальчику не стоит заниматься музыкой? Я никогда такого не могу сказать. Я считаю, что занятия музыкой на любом этапе, в любом возрасте, они положительно влияют на человека. 100%. А когда сдавали... Даже если он будет одним пальцем ковырять вот это к элизе, это все равно, это мелкая моторика, это мыслительная деятельность. Музыкой заниматься можно всю жизнь. Я никогда никому, кто хотел заниматься музыкой, никогда не говорила: зачем ты это делаешь. Тем более родителям. А если он потом, понимаете, будет вот так вот тыкать и зарабатывать на жизнь будет только крохи? Потому что он... А это уже его личный выбор. Это же любимое выбор профессии дело. — это личный выбор каждого человека. А учитель не несет моральный какой-то груз ответственности? За то, какой выберет ребенок профессии, учитель ответственности не несет. Да, есть Он такая обязан даже... учить хорошо, объяснять, что хорошо, что плохо. Учить, готовить детей профессионально к чему-то. Но кем станет человек, это зависит не от учителя. Да, мой педагог говорил: талант или есть, или нет. Это как деньги. Он говорит: или есть, или нет. И говорит: я научу вас сочинять музыку, но если у вас нет таланта, она будет не талантливая. Она будет не талантливая вот музыка, а техника есть в любом деле. Да? Хоть я ничего никогда не делал руками, но если мне покажут, я, может быть, даже и табуретку сумел бы сколотить. У вас была мечта? Почему была? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я вообще очень мечтательная, и мечта у меня бывает всякое разное, но я, будучи человеком достаточно упертым, я, как правило, стараюсь, чтобы вот, помните, как у Макаревича, да? Мечта, не снижая полета, до заветной до цели достала, а достав превратилась во что-то, но мечтой уже быть перестала. Вот это примерно так. Цель, получается. Да. У меня скорее цель, чем мечта. А у человека должна быть мечта, по-вашему? Обязательно. То есть у вас ее нет? Нет, но не к тому, что у меня должна. ее нет. Я к тому, что я мечтаю о разных вещах в разных каких-то областях. Вот у меня была мечта посмотреть, допустим, Флоренцию. У меня была мечта, я мечтала об этом долго. Вы знаете, когда мы были еще, когда еще даже учились, да, Михаил Львович, для нас, вот, допустим, такие понятия, как там Ласкала и Марс, были понятия одного порядка. То есть мы знали, что они есть. И все.
Но когда это стало более доступно, у меня вот появилась мечта. Я люблю, кроме оперного театра, я очень люблю картинные галереи. И у меня вот появляется мечта. Я хочу съездить в Дрезден, чтобы посмотреть Дрезденскую картинную галерею. Это ваша мечта сейчас? Нет, я была там в прошлом году. А теперь какая у вас мечта сейчас? Сейчас я хочу попасть в Ласкало. И я думаю, что попаду. Я думаю, что попадет. Потому что где в Венской опере побывала? В Венской я была, и в Андервине я была, и в Дрезденской опере я была, и в Будапештской опере государственной. То есть... Да. Обычно программу мы заканчиваем блиц-опросом, но сегодня не совсем обычная программа. Я натолкнулся на опросник Ахматовой. И если вы знаете, она предлагает вариант «или-или». Я его чуть доработал и предлагаю его вам. Давайте попробуем. Нужно выбрать одно из двух. Одно из двух предложенных. Кнут или пряник? Смотря себе нужно или... Не все-таки между. Мороженое эскимо или в стаканчике? Эскимо, конечно. Кофе или чай? Чай. Кошка или собака? Кошка. Отдых с книгой на диване или поездка на Урал? Поездка на Урал. Серебро или золото? Серебро. Москва или Питер? Питер. Кино или театр? Театр однозначно. Китай или США? Китай. Приключенческий боевик или мелодрама? Ни то, ни другое. А что? Оперный спектакль. Пастернак или Мандельштам? Оба. Весна или осень? Весна. Утро или вечер? Вечер. Ахматова или Цветаева? Тоже обе. Не могу разделить. Это была Марина Канева. Персона.